есть разум. Можно не говорить, но делать. Может быть, позиция интеллигенции в этом. А многие делают. Многие делают. И, может быть, благодаря тому, что не говорят, они продолжают делать многое. Инесия Бибулаева, крымская татарка, мусульманка, учредитель клуба развития детей и подростков «Фиданчах», кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного образования и педагогики Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзии Кубова. Я родилась в семье Эдема и Зарема Бибулаевых в городе Самарканде. Рахметли Бабам, отец инженер, педагог, она врач-иммунолог. Родители всю свою сознательную жизнь проработали в области, отец Бабам в области образования, Анам в области здравоохранения. После возвращения в Крым, правда, на время пришлось сменить деятельность, работали уборщицами, охранниками, но потом нашли свое место. Бабам последние 25 лет проработал в Крымском инженерно-педагогическом университете на кафедре технологии машиностроения автомобильного хозяйства. Анам проработала свыше 25 лет в республиканской больнице имени Семашко врачом-иммунологом. Семья, которая воспитала двух детей, меня и младшего брата, семья, в которой всегда царило взаимопонимание, любовь. И я с уверенностью могу сказать, что я выросла в полноценной семье. И это очень важно, когда дети растут в такой атмосфере понимания, любви. Это очень серьезный фундамент для дальнейшего развития человека. Культ Крыма, понятие Родины всегда был в нашей семье. И мы как раз, наша семья, это те два поколения, которые родились в Узбекистане. Но идея возвращения в Крым была всегда. И я помню, когда началось массовое возвращение на родину, мы вернулись совсем, как и весь наш народ, вернулись в Крым. И после возвращения в Крым Бабам нам сказал, что прошлое, Узбекистан — это наше прошлое, Крым — это наше будущее. И вернулись они в Крым в довольно-таки осознанном возрасте, в 40 лет. Но я вспоминаю эмоции, восприятие Крыма родителями. Вы знаете, они как будто нашли свое место в жизни. Несмотря на то, что это были очень сложные времена кризиса, потери любимой работы, но тем не менее понимание того, что мы в Крыму, оно перекрывало все сложности. И мы вернулись наши Битам и Карбабам, которые родились в Крыму. И вот эта вот связь поколений, мы видели дома, в которых родились наши Битам и Карбабам. И это было очень сильное чувство такого подъема. И, наверное, благодаря этому чувству многие крымские татары, как и наша семья, пережили все сложности, с которыми столкнулись в 90-х годах в Крыму. Я сейчас работаю над проблемами дошкольной педагогики и педагогики на крымско-татарском языке. В Фиданчах и в КИПу вся моя деятельность связана с разработкой научно-методических пособий на крымско-татарском языке для детей дошкольного возраста и для студентов филологического факультета. Идея создания клуба развития детей в Фиданчах возникла в 2013 году. Идея принадлежит моей коллеге Лиле Беляловой. Она обратилась ко мне с просьбой организовать этот центр, поскольку в то время в Крыму в секторе дополнительного образования центров развития на крымско-татарском языке не было. Мне эта идея очень понравилась. Она увлекла, она завлекла, но мы работали сутками. Мы работали сутками над подготовкой занятий, над разработкой уроков на крымско-татарском языке. Мы проработали 7 лет. И это не только занятия, не только подготовка к занятиям. Это издание учебно-методических пособий. Это издание конспектов занятий для педагогов. Это издание сказок на крымско-татарском языке. Наш опыт оказался полезным. И сегодня в Крыму не один центр дополнительного образования, который
ведет образовательную деятельность на крымско-татарском языке. Этот аспект, конечно, нас очень радует. У нас появились коллеги, которые успешно работают в этом секторе дополнительного образования на родном языке. У нас есть очень много детей, которые к нам пришли в 2013 году, и это были трехлетние дети, родители которых плохо владели крымско-татарским языком. Но благодаря телеканалу «Ляле», благодаря системной работе с детьми и на занятиях в клубе, родители сами стали изучать язык. И дети, и, соответственно, создавали языковую среду прежде всего дома, а потом уже приводили в клуб детей. И на сегодняшний день эти дети блестяще владеют крымско-татарским языком. Многие из них победители олимпиад по крымско-татарскому языку и литературе, и не только, по ряду дисциплин. То есть они прекрасно говорят не на одном языке. То есть эти дети говорили до 3 лет на крымско-татарском языке. В семьях они до сих пор продолжают говорить на крымско-татарском языке. У нас даже были такие дети, которые в 5 лет испытывали определенные сложности при подготовке к школе, но они их очень быстро преодолели. То есть многие семьи сохранили родной язык до 5 лет. После 5 лет стали готовить детей к школе на русском языке. Сейчас они еще параллельно изучают английский язык. Я хочу сказать, что эти дети успешно владеют 3 языками. И самое главное, что они не смешивают эти языки. У детей нет суржика. Они прекрасно понимают 3 языка и грамотно говорят на этих языках. И поэтому, когда многие родители опасаются, что если ребенок будет знать родной язык, то как он будет обучаться в школе, блестяще обучаются. И надо сказать, что среди наших выпускников очень много отличников. Да, они сейчас заканчивают начальную школу, но это определенный эксперимент, который нам смело может говорить о том, что бояться многоязычия нельзя. Весь мир говорит о том, что это достоинство, это достояние ребенка. Но и очень важно понимать то, что как минимум до 3 лет должен быть один язык родной. И это очень важно. Многие родители спрашивают: а вы можете научить моего ребенка родному языку? После 3 лет, после 5 лет, некоторые во взрослом возрасте просят заниматься детьми для изучения родного языка. Я считаю, что это время упущено. Очень тяжело. Это сделать очень тяжело. В науке есть понятие первого языка и второго языка. И волшебства не происходит. Роль семьи никто не заменит. То, что должна семья ознакомливать с родным языком с детства, с рождения, даже в внутриутробном периоде, никто не отменит. Об этом говорил Каменский, Ушинский, Гаспринский, и ничего в 21 веке не поменялось. Ведь родители, мамы, они не знакомят с грамматикой, они знакомят с окружающим миром. Это же образ будущего ребенка, да? Когда мама поет и говорит, что сен келечекте батыр олачаксың, сен менің таянчым олачаксың, да? Зайчик олмайчаксың, рыбка олмайчаксың, сен батыр олачаксың. Вот образ батыра формируется через айненелер. Или образ девушки, да, что айненелерде нази, гульге ошаган кызларымыз бар. То есть это все то, что у ребенка закладывается изо дня в день на сознательном и бессознательном уровне. И педагог эту функцию выполнить не может. Поэтому вот то, что упускают родители, никто потом ребенку вернуть не может. И это очень важно. Я обращаюсь к родителям: говорите на родном языке как можете, на диалекте. Неважно, кто говорит, анасы лафете, бабасы лафете. Один человек спасает семью, один человек, вернее, спасает язык, и это очень важно. Создание языковой среды в семье – это то, что каждый крымский татарин может делать, и это зависит только от нас. Развитие образования на родном языке требует колоссальных материальных вложений. Мы должны понимать, что волшебства не случится. Мы, как народ, должны понять и принять, что мы должны создать фонд. У нас должны быть меценаты, которые должны вкладывать в развитие родного языка. Образование во всем мире очень дорогая сфера бизнеса. Образование – это бизнес. И развитие языка – это тоже очень дорогая сфера. Поэтому пока мы все думаем, как нам сохранить язык. Собрать фонд, собрать ученых, методистов и думать, выбрать лучшие методики. А методик в мире много. Но трансформация методик – это тоже вещь дорогая. То есть как эту методику применить на крымско-татарском языке? Потому что у нас есть 50 лет застоя, депортации, когда терминология, научный язык не развивался. Говорить в семье – это одно, а развитие терминов, развитие научного языка – это совершенно другое. Наш язык в состоянии сна. Кома, но из комы можно выйти. Поэтому если применить верную терапию,
то наш язык можно вывести из комы. Как? Терапия. Как выводят больного из комы? Специалисты. И здесь тоже нужны специалисты. Сфера функционирования языка – самый главный вопрос, на который мы должны ответить. И опять-таки, сфера функционирования очень емкий вопрос, и у него очень много направлений. Первое – это все-таки семья. Вот первое, как мы можем вывести язык из комы, ведь все зависит от нас. Посмотрите язык Рома, да? Школ нет, книг нет, но все говорят на этом языке. И за нас никто не сделает. Пока может случиться волшебство, да? И с завтрашнего дня все крымские татары начнут говорить на крымско-татарском языке в семье. Не на литературном, а на том языке, на котором знают, как могут говорить. Можем мы это сделать, чтобы вывести наш язык из комы? Просто в депортации же было это правило. В нашей семье это правило было. Зашел за порог дома, говоришь на крымско-татарском языке. Мы стали хуже говорить на русском языке? Нет, то есть у нас была четкая грань. Язык обучения русский, язык семьи крымско-татарский. Поэтому вот это первый шаг, который каждый крымский татарин может сделать для сохранения языка и выведения его из комы. Говорить на родном языке. Как можешь. Очень часто мне говорят, я не говорю на литературном крымско-татарском языке. Не говори. Говори на диалектах. Таким образом мы сохраним диалекты. Спасение нашего народа – это в развитии образования на языке. Здесь тоже волшебства не произойдет. Мы все дисциплины завтрашнего дня не сможем читать на крымско-татарском языке. Какой-то минимум. Пусть это будет язык, литература, история, география, биология. И это будет прогресс. Сфера СМИ. Это следующая область. Но самое главное, на мой взгляд, это образование. Крымско-татарский язык государственный. И изучение крымско-татарского языка в школах позволило бы стать крымско-татарскому языку языком межнационального общения. Что для этого нужно? Ввести крымско-татарский язык в учебные планы. Ведь есть программа «Крымско-татарский неродной». Сегодня разработана эта программа, утверждена министерством. И есть учебные пособия, которые могут обеспечить учебный процесс и начать изучение крымско-татарского языка как неродного. Такой опыт есть в Татарстане. В Татарстане изучается татарский как родной и как неродной. И законодательная база Российской Федерации позволяет это сделать. И в части нашего языка эта программа тоже разработана. Прекрасный автор Майре Мамутова, который разрабатывает учебники крымско-татарского языка для невладеющих. И это было бы шагом. И тогда, во-первых, мы бы представители других национальностей изучали язык, а соответственно культуру. Соответственно, это бы решило очень много проблем формирования толерантных отношений между жителями Крыма. Волшебства здесь тоже не будет. Все формируется через знания. Когда изо дня в день пополнялся бы багаж знаний, после того, как сформируется определенный словарный запас, можно говорить на крымско-татарском языке. И такой пример Российской Федерации есть. Татарстан, Башкирия, где изучаются государственные языки в школах представителями других национальностей. Я могу сказать, что у нас в Крымском инженерно-педагогическом университете этот опыт есть. И у нас крымско-татарский язык изучается как государственный. И там, конечно, другая методика, изучается крымско-татарский как коммуникативный. Но студенты с нами здороваются, спрашивают наше самочувствие, спрашивают, как у нас дела. То есть какой-то минимум формируется за год обучения крымско-татарскому языку. Поэтому все возможно. Я считаю, что развитие частных учебных заведений на родном языке – это наше будущее. Детские сады с крымско-татарским языком обучения, начальная школа, частные школы. Там, где мы могли, но при этих детских садах и при этих школах должны быть учебно-методические лаборатории. То есть мы должны понимать, что просто прийти поздороваться, станцевать хайтарму – это не есть образование на родном языке. Образование на родном языке – это изучение дисциплин или хотя бы терминологии на этих языках. И тогда бы мы смогли сдвинуть камень с мертвой точки. У нас есть государственные дошкольные образовательные учреждения, например, в области дошкольного образования. У нас есть билингвальные группы. Но я хочу сказать, что в этих билингвальных группах педагоги, они работают так, как они могут. И они большие молодцы в этом деле. А у нас практика опережает теорию. То есть есть группы,
Только в Симферополе 14 билингвальных групп, которые ведут обучение на 2 языках. А с научной точки зрения этот вопрос не разработан. То есть эти педагоги-новаторы работают так, как считают нужным. Поэтому частные центры мы бы могли выбрать методики и продумать, как качественно внедрить в наше дошкольное образование, чтобы ребенок владел родным языком, мыслил на родном языке, говорил на русском языке, на английском языке, и будущее за частными школами. Этот опыт у нас есть в истории нашего образования, народного образования. Опыт Исмаила Гаспринского. Ведь новометодная школа – это частная школа, которую открыл во второй половине XIX века Исмаил Гаспринский. Что он сделал? Он открыл начальную школу, и ведь он трансформировал известную методику, звуковой метод. Да? Он применил это относительно к нашей языковой среде. И в то время 2000 школ смог создать Исмаил Гаспринский, не только в Крыму. Этот опыт был изучен в Средней Азии, в Кавказе, и это получило широкое развитие. И посмотрите, кого воспитали эти школы. Нуман Челебиджихан, Аблеки Мильмий. Это выпускники новометодных школ Исмаила Гаспринского. А какое прогрессивное движение было для девочек. Были созданы новометодные школы для девочек. Поэтому эта модель есть. И в этих школах Исмаил Гаспринский обучал одаренную молодежь и собирал детей со всего Крыма. Посмотрите, Нуман Челебиджихан, Джанкой район Данкели похода, да? То есть дети, рожденные в Крыму, это другие дети. И если создать условия и предоставить качественное образование на родном языке, мы бы смогли как народ показать, что дело Гаспринского живет. И эта модель сегодня реализуется в современных условиях. Коррупция – это проблема, это раковая опухоль. И если мы эту проблему вылечим, справимся с вопросом коррупции, то это даст нам развитие технологий, развитие новых продуктов. Есть опыт ряда стран постсоветского пространства. У меня очень много коллег в Азербайджане и много молодых ученых, которые получили образование за рубежом, вернулись в Азербайджан, работают в университетах и личным примером пытаются искоренить эту злокачественную опухоль из системы образования. Есть опыт работы коллег в Турции, с которыми я тоже очень часто контактирую. Понятия взятки в высших вузах, высших учебных заведениях Турции нет. Если вы принесли коробку конфет преподавателю, то вы можете потерять контакт с преподавателем и не получите консультации. Поэтому главный критерий – знания. Вы можете получить консультацию, в том числе платную консультацию преподавателя, если вы не поняли лекцию профессора. Это допустимо. То есть вы можете оплатить консультацию в кассе университета и получить можете дополнительно пройти модуль по этой дисциплине, если вы его не смогли освоить. Но система личной благодарности и взяток, она полностью искоренена. Другой вопрос, что зарплаты преподавателей совершенно другие в высшей школе, нагрузка совершенно другая, она как минимум в 4 раза меньше нашей, ну и зарплата, наверное, как минимум в 10 раз тоже выше, чем наша. Нам не хватает единства, нам не хватает пассионарной личности, который бы мог повлечь за собой, зажечь для дальнейшего развития нашего языка, культуры и в целом нашего общества. У нас остальное все есть. Сколько сделал наш народ за эти 30 лет после возвращения в Крым? Ведь возвращались в самые тяжелые годы, в годы экономического кризиса, развала, разрухи. Мои родители, моему отцу было 40 лет. И он приехал, купил дом, и все, и в принципе у него ничего не осталось, денег для жизни не было. И несмотря на это, они смогли построить дома, выучить детей. Посмотрите, какие микрорайоны выросли в Симферополе и в Крыму. Сколько создано новых фирм, предприятий, сколько создано рабочих мест. Ведь этим мы можем гордиться. Это большой, это колоссальный успех. Народ за 30 лет вернулся, и не просто вернулся, а получил развитие. Посмотрите, сколько бизнесменов среди нашего народа, сколько ученых. У нас ведь в годы разрухи был создан наш университет. Посмотрите, сколько у нас теперь кандидатов наук, докторов, профессоров в различных областях науки. То есть за 30 лет мы сделали колоссальный рывок вперед. Да, проблем много. И у нас есть вопросы сохранения языка,
сохранение нашей идентичности. Ассимиляция идет семимильными шагами. Жизненный уровень у нас вырос. Мы по сравнению с 90-ми годами живем в условиях комфорта, с одной стороны. Но с другой стороны, в этих условиях комфорта мы настолько расслабились, что, пройдя такой сложный путь возвращения в Крым, мы забыли о том, что родной язык должен жить в каждой семье. Время Гаспринского, время Нумана Челебиджихана, время Бекира Чобанзаде было не легче. И что в 21 веке, когда мы вернулись в Крым, создали более-менее благоприятные условия для жизни. В 21 веке мы потеряем язык Исмаила Гаспринского, мы потеряем язык, который имеет свою письменность 8 века, мы потеряем такое большое наследие крымско-татарской литературы. Посмотрите на нашу историю образования. С 14 века у нас были университеты. А если были университеты, это значит был язык науки. То есть это не просто разговорно-бытовой язык. Мы понимаем, что это развитие математики, физики, астрономии на крымско-татарском языке. Понятно, что формы его менялись. И в 28 году Бекир Чобанзаде преобразовал наш язык в литературный, да, разработал литературные нормы. И что в 21 веке мы все это потеряем? Почему? Настолько ли мы не знаем свой язык и свою культуру? Мы не понимаем, каким наследием мы обладаем? Мы это делаем сознательно? Или мы это делаем от того, что это период джахилии, да? Джахилик. Мы не знаем своей истории. Мы не знаем того богатства, которым мы обладаем. Посмотрите на историю государственности. Да? У нас, ведь мы государствообразующий народ. Мы что, это не знаем? Или мы это хотим забыть? Во всем тюркском мире мы первый народ, который создали свою республику. Если бы мы были такие необразованные, неграмотные. Другой вопрос, что мы не смогли сохранить. Как писал Исмаил Гаспринский, «Milletine yardım edecek olsan, elinden geleninden başla. Bugün hepimizin elinden, evimizde, ana tilimizde laf etmek, terbiyemiz, medeniyetimiz, tariximiz hakkında kitapların satın almak ve okumak. Başka yolu yok. Başka türlü bu cahillik. Ya biz bu cahillikten kurtulacakmız, ya da bu cahillikten beraber yok olup gidecekmiz». Среди них очень много думающих. Они очень хорошо знают языки, интеллектуально развиты. Но мало кто из них интересуется родным языком, родной культурой. И я очень часто спрашиваю своих студентов, знаете ли вы Исмаила Гаспринского? Это не студент филологического факультета. Знаете ли Нумана Челебиджихана? К сожалению, знающих немного. Прежде всего, я бы им посоветовала создавать семьи, не откладывая это до 35-40 лет. Это очень важный фактор. Да, есть европейская модель, когда создаются поздно семьи, но в нашем обществе это не всегда работает. Поэтому я своим студентам говорю, в первую очередь создавайте семьи. Мононациональные, это очень важно. Для малых народов создание семьи с представителями своего народа очень важно. Это сохранение языка, это сохранение культуры. Это не потому, что мы против других представителей других национальностей, но, к сожалению, тогда у нас вопрос ассимиляции встает еще острее. Институт семьи очень важен для нашего народа. Создание семьи – это будущее. И сегодня мы наблюдаем положительную тенденцию. Создается очень много семей. Посмотрите, сколько свадеб. Да? Аллаха шкур. По примеру нашего университета, 200 семей в год. 200 семей в год. И это прекрасно. Это будущее народа. Рождаются дети. Дорт базны куртараджах, это правило работает. Аллаха чохшкур. Рождаются дети в семьях. Наряду с этим есть проблема. Есть проблема одиноких людей. И проблема одиноких среди образованных. Да, карьера занимает определенную часть в жизни. Но мы должны понимать, что образованные люди могут вырастить образованное поколение. Поэтому эту проблему надо поднимать и обсуждать. Иногда ребята боятся образованных девочек, боятся образованных девушек. Ведь образованная девушка воспитает образованных детей. Не надо бояться умных. К сожалению, это тоже проблема. У нас боятся умных. И зрелые браки, они тоже очень важны для нашего народа. Будущее народа за численностью. Демографическая составная, она одна из важнейших. Опыт Казахстана. Да? Еще 20 лет назад численность казахов в Казахстане была 40%, сегодня 60%. И это национальная идея народа. И это очень важно. Крым – это такая культурная мекка для нашего народа. Девушек выдавать замуж за пределы Крыма табу. Это наш генофонд. Поэтому Крым для нас это все. Крым это наш смысл жизни.
И мы должны понимать, что если даже приезжают крымские татары из-за рубежа и женятся на крымских татарах, они должны понимать, что они будут жить в Крыму. Даже если работают где-то за рубежом, то дом должен быть в Крыму. Выезды и замужество за рубеж тоже должны быть для нас в определенной степени табу. Мы не можем, к сожалению, разбрасываться очень драгоценным для нас генофондом. Поэтому очень много неженатых, очень много незамужних в Крыму. Можем создавать браки в Крыму. Да? У нас есть Яла Бойля, Чоль Тарафыл Татарлармас. По сути, это же разные генотипы. Если хотим смешения кровей, вот оно. Да? Можно смешивать кровь. И поэтому у нас есть потенциал внутри народа. Этим потенциалом мы должны с умом воспользоваться. Я могу сказать, что женщины у нас очень сильные. Наши женщины сильнее мужчин. Сильнее. Ну, и исторически, наверное, так сложилось. Инджибек Хатун, женщина, которая курировала вопросы образования. Жена Менгли Гирея курировала вопросы развития Занджирлы Медресе. Шефика Гаспринская, лидер женского движения в Крыму. И вот, кстати, одна из первых в тюркском мире. Крымским татарам принадлежит пальма первенства и развития женского движения в тюркском мире. Поэтому не случайно, что наши женщины сильные, наши женщины образованные, но мне бы хотелось, чтобы наши женщины были слабые, немножечко слабее, и все-таки мужчины были посильнее. Я думаю, что на сегодняшний день национальная идея заключается в развитии образования на родном языке. Это главное. Детские сады на родном языке, частные учебные заведения на родном языке. Это наше будущее. Мы это уже проходили в истории нашего национального образования. И для нас примером является Исмаил Гаспринский. И если мы готовы отвечать за будущее нашего народа, и не только педагоги, вот тут мы должны проявить наше единство. А это единство профессионалов, педагогов, бизнесменов, меценатов, думающих людей, которые несут ответственность или готовы взять ответственность за будущее своего народа.